ночам, по выходным спать не могли, понимаете? Форточку мы не открывали, потому что дышать не было чем. Мама моя все говорила: Господи, кто меня каким-то газом душит? Знаете, форточка открыта, даже ночью бывает, встаем, не пойму что, первое время мы особенно, не поймешь что, задыхались. А было аж хлопьями летело. Когда это выйдешь вечером, особо днем-то еще не так было как-то, но когда вечером выйдешь, что такой воздух, что задыхаешься прямо был. Вот. Они тут, блядь, топили нахуй, все, блядь, падало, блядь, все. Что-то сыпется на волосы, как манка какая-то. Оно говорит, это свинец от завода сыпется, потому что тут перепаливает, и такие маленькие туточки, как свинец. Местные жители очень жаловались на то, что там, по их мнению, происходили выбросы вредных веществ, да, хотя все проверки, которые проходили в то время, да, они не фиксировали ни одного факта нарушений, в том числе привлекались специалисты, насколько я помню, из Министерства охраны природы и окружающей среды, делались замеры специализированными лабораториями, но тем не менее факты не подтверждались. Хотя это было принято решение о прекращении деятельности такого производства. Люди сами не смогли, пока он не вмешался. Пока непосредственно председатель. Да, он пришел только что новый руководящийся, и, значит, он что-то там недопонял их, или как-то они не успели к нему подойти. Это такие рассуждения людей. И все, и он помог нам. Нас в комиссию включили, мы тоже входили туда, отбирали пробы почвы, воздуха отбирали. По воздуху превышений не было, ни из трубы не было превышения, это экология областная ездила. Ну а по почве, да, там где осаждалось все, то были превышения, где они разгружали эти аккумуляторы. Так, я хочу спросить, как получилось, что не было нигде никаких превышений в трубе, а в почве было? Ну, вы знаете как, это же тоже зависит от того, в какое время проводить замеры. Если я вот владелец этой фирмы и знаю, что у меня там будет датчик в трубе стоять, так я же могу подрегулировать технологию работы оборудования в этот момент. Они выбросы и замеры все имеют смысл, когда тот субъект не знает, что ты его замеряешь. Ну а в данном случае тебя же без пропуска не пустят на территорию. Это территория колонии, точно. Это пропуск выписывается, конечно. Они все знают. Да. Не точно, не могу сказать, 12 или 13, мы с ними распрощались, благодаря председателю исполкома и нашему председателю областного комитета, который принимал непосредственное участие. И по причине чего? Ну, скажем так, по нашей линии, по линии охраны природы, у них превышали концентрации загрязняющих веществ в воздухе. Там что-то объяснял, проектор показывали, что все хорошо, все нормально, но я в принципе служил и работал. Я на пенсию военную ушел и работал, непосредственно я видел, как там что делается. Это делалось, приезжала природоохрана, потом вызывали независимые, приезжали. Ну, учреждение это закрытого типа, покуда они приедут, там этих шлаков, ничего там все убиралось. Хотя итальянские фильтры они пыль поставили, но они очень дорогие, эти фильтры были, он и прогорит, и здесь черный дым, когда-то Тарасенко был директором предприятия нашего, то я ему звонил на телефон, я говорю, посмотри, вот этого четырехэтажного здания не видно было.
До меня такая. Фильтры А что, ставились, фильтра не может, меняли? только для проверок, вот эти, которые дорогие. А на самом деле... Дымовая завеса. Я ему позвонил на телефон, а он на ступеньки учреждения вышел, ему не видно было. Я говорю, так выйди, Николай, на дорогу и посмотри, что там творится. Он вышел, слышу, да что они там матом. И они же тогда на собрании просили, что дайте нам полгода, да, мы вам заплатим компенсацию, вывезем ваших полисадников всю землю и т.д. и Это они т.п. сами говорили. Они сами говорили, понимаете? Ну, в смысле, Лемешевский. Да. А вы знаете, вы видели в лицо? Конечно, он же был. Так, подождите, и что, поменяли, нет? Никто ничего не поменял. Требовали с этой вот организации, чтобы вывезли, сняли верхний слой земли, вот, и завезли новый. И говорит, вам и землю поменяем от этого, что в огородах, ну и этот самый путевки вам дадим. Ну, он даже сам выходил из клуба, то он даже говорил, земля круглая, мы еще с тобой встретимся до нашего мэра. То мой мэр говорил на меня, потому что я сама в райисполкоме охранником работаю. Сельско, да. Он на меня говорил, Это Казимир, он угрожал мэру? да. Казимир, но покупаем бронежилеты и ходим на работу. Лемешевский мэру угрожал? Ну, он выходил Михаил Михайлович, потом он шел, а сзади я за ним шла. И он шел и говорил, Михаил Михайлович вслед говорит, что земля круглая, мы с тобой сошли. Он говорил, ну, что, мол, его не поддержали, то, мол, еще с вами встретимся. А как они встретятся с ним, я не знаю. Вы нам что-нибудь покажете?